Полдень. По графику трансляция кинокартины Георгия Сушко «На пепелище». Это документальный фильм о переживаниях героев после войны. В картине описывается чувство уставших товарищей, радости победы и горесть за погибших друзей. В каком-то аду мужики, где нет ни одного целого мужчины. За фильмом наблюдают самые разные зрители. Возрастных ограничений нет. Луиза Евлоева заняла первый ряд, где, удобно устроившись, она наблюдает за кинокартиной. Девушка делится, что любит проводить свободное время за просмотрами фильмов, а после делиться с друзьями своими впечатлениями. Сегодня у нее появилась возможность ознакомиться с работами российских и зарубежных режиссеров. Я рада, что в нашем ДК проводится такое мероприятие, как кинопоказ. В прошлом такое не показывали у нас. Я рада присутствовать здесь. В ДК Вижи-Юрта просмотр фильмов с 10 утра до 16 часов. В день показывают до 7 кинокартин. Хронометраж отдельных фильмов не достигает и часа. Работу режиссеров можно оценить и в интернете. Во время паузы между картинами некоторые оставили свои отзывы. Еще не могу определиться, какой именно фильм мне понравился, так как я посмотрел уже несколько фильмов. В каждом фильме по-своему раскрывалась тема, и в каждом фильме понемногу ты узнаешь что-то новое, что-то для себя полезное о том, что было, о нашей истории. Меня сюда пригласили только сегодня, я узнал об этом недавно, первый раз пришел. Ну так, я посмотрел фильм «Пепелище», я много чего узнал об этом. Автор раскрыл много чего, о чем я даже не знал. Ежегодно фестиваль собирает десятки кинорежиссеров со всего мира. В программе показ свыше 50 фильмов из 30 стран. Среди них Эстония, Бразилия, Мексика и Украина. «Золотая башня» направлена на усиление культурно-просветительской, искусствоведческой и информационной функции кинематографии. А провести показ в Вижи-Юрте стало возможным благодаря недавно построенному Дому культуры. Уже то, что в нашем селе построили Дом культуры, для нашего села стало большим подарком, так как у нас не было Дома культуры, и кинопоказ в рамках фестиваля, он, конечно же, вносит свою лепту. Именно в плане и нравственного, и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также и для людей более старшего возраста. Они могут что-то обновить в своей памяти, что-то вспомнить по-разному. 4 декабря жюри определит победителей в 16 номинациях. Лауреаты получат специальные дипломы, золотые статуэтки в виде уменьшенной копии средневековой башни и подарки. В фестивале также приняли участие работы ингушских режиссеров кинокартины Мадины Дзортовой и Любови Газиковой. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Магомед Даскиев. Новости 24.